нациями и государствами. Открылся второй день Международного экономического форума, участие в котором принял глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, председатель правительства региона Абубакар Дильгириев и другие официальные лица с подведением итогов. В первый день работы между российскими компаниями и зарубежными инвесторами было подписано 106 соглашений. Несмотря на санкции и контрсанкции, Россия, по мнению экспертов, остается одним из самых перспективных и инвестиционно привлекательных стран. Что касается Российско-Китайского инвестиционного фонда, мы придерживаемся своих обязательств инвестировать в Россию в долгосрочном плане. И у нас горизонт инвестиций в ближайшие 10 лет. Мы вкладываем деньги во многие секторы, запускаем проекты в электронной торговле, в финансовом секторе, на московской бирже. Одним из главных событий второго дня стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Послушать выступление президента собрались представители всех стран-участниц и 1669 бизнесменов из 65 стран. В своем выступлении Путин отметил, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны ряда государств, глубокого кризиса в экономике России не произошло. Она уверенно проходит через полосу трудностей. По мнению Путина, оперативные меры по поддержке экономики сработали и можно переходить к системному развитию. Еще в конце прошлого года нам предрекали, и вы это хорошо знаете, глубокий кризис. Этого не произошло. Мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей. Прежде всего потому, что экономика России накопила достаточный запас внутренней прочности. У нас сохраняется положительный торговый баланс, растет несырьевой экспорт. Удалось стабилизировать валютный курс, сохранить резервы. При этом, подчеркну, мы не прибегали к каким-либо мерам ограничения свободного движения капитала. Президент затронул тему импортозамещения, которая так волнует другие страны. Путин особо подчеркнул, что суть программы не в том, чтобы закрыть свой рынок и отгородиться от мировой экономики. Мы должны научиться производить качественную, конкурентную продукцию, востребованную не только у нас в России, но и на глобальных рынках. А в конечном счете задача заключается в том, чтобы полнее и эффективнее использовать наши внутренние возможности для решения задач развития. После выступления российского лидера слово взяли представители других стран. Обсуждение перешло в открытую дискуссию. Как и ожидалось, не обошлось и без вопросов о российско-украинских отношениях. Владимир Путин в очередной раз заявил, что позиция России в этом вопросе всем уже известна. Сегодня, безусловно, нужно полностью выполнять договоренности, достигнутые в Минске, в белорусской столице. Хочу еще раз подчеркнуть, если бы нас что-то не устраивало, мы никогда бы не поставили подпись свою под этим документом. И если уж он состоялся, а мы поставили там свою подпись, мы будем добиваться его полного исполнения. Мы не можем это сделать в одностороннем порядке. Мы постоянно, каждый день слышим одно и то же, что Россия должна повлиять на юго-восток Украины. Мы влияем. Но решить эту проблему только с помощью нашего влияния на Юго-Восток невозможно. Нужно влиять и на сегодняшние официальные власти в Киеве. А этого мы сделать не можем. Это та дорога, по которой должны пройти наши западные партнеры. Здесь же заговорили об отношениях между Россией и США. Путин заявил, что рассчитывает на восстановление прежнего их уровня, так как страны, несмотря на все имеющиеся разногласия, объединяют необходимость борьбы с общемировыми проблемами, терроризмом и наркоугрозой. Однако разговаривать с Россией языком ультиматумов у Америки не получится. Нам постоянно пытаются навязывать свои стандарты и свои решения, не сообразуясь с нашим пониманием наших собственных интересов. Нам, по сути, говорят, что мы лучше, то есть в Соединенных Штатах лучше знают, что нам нужно. Позвольте нам самим определить наши интересы и наши потребности, исходя из нашей собственной истории, из нашей культуры. Пожалуйста. Кто не с нами, тот против нас. Это что, диалог? Это ультиматум. С нами не надо разговаривать языком ультиматума. Путин призвал своих коллег из других стран предпринять дополнительные усилия в борьбе с террористами, в частности ИГИЛ. Но позиция России по Сирии, заявил президент, основана на опасении, что события там развернутся по ливийскому или иракскому сценарию. Российский лидер верит и в достижение соглашения по иранской ядерной программе. Петербургский экономический форум проходит уже в 19-й раз, и, судя по результатам 2 дней, Россия только повысила свой авторитет на мировой арене. Седа Сапарова, Даниил Хавхаров. Новости.